Сегодня в Инте задержан мэр. По сообщению регионального следственного управления, Павел Смирнов подозревается в получении взятки за незаконные действия при размещении и реализации муниципальных заказов. Уголовное дело возбуждено по материалам совместной разработки МВД и УФСБ. Разговор с министром внутренних дел по Коми Виктором Половниковым. Начну именно с этой темы. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Елена. Первый вопрос у меня такой чисто обывательский, к вам как к руководителю силового ведомства. Вот когда задерживают подозреваемых, зачем их задерживают? Нельзя просто вызвать на беседу и снять первые показания. Что это за форма такая, задержание? Вообще есть форма задержания, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом. Задержание в порядке статьи 91 задерживаются лица, которые имеют статус подозреваемых. Есть понятие задержания чисто полицейское, так будем говорить. Это задержание преступника для пресечения преступления. Вот основные два понятия, которые используются. А когда мы сейчас задерживаем подозреваемых мэров, мы боимся, что они убегут, или почему? Вот в чем здравое зерно вот таких действий? Их задерживают в первую очередь для того, чтобы провести с ними следственные действия. А вот еще вернусь к процедуре задержания. А она каким-то образом регламентирована или нет? Потому что сейчас мы следим за тем, что за одним человеком пришли, задержали, за другим, но по рассказам, во всяком случае, все это делается в довольно резкой форме, в присутствии коллектива, на глазах у всех. Это необходимо? Действовать так? Но в каждых случаях по-разному. Почему? Не обязательно там выбирают коллектив. Это связано с тем, какая они на сегодняшний день создают ситуация и что необходимо предпринять на тот или иной момент для того, чтобы пресечь преступление. В одном из первых своих интервью, в частности, газете «Республика», вы сказали, что вас неприятно удивила тенденция в Коми, когда граждане очень часто оказывают сопротивление сотрудникам полиции, оскорбляют, бьют, пинают, даже кусают. Хотя милицейские всего лишь добросовестно выполняют свой долг. Менталитет жителей надо менять. Вы уже знаете, как это сделать? Много различных, считаю, необходимо включать здесь методов. В первую очередь, то, что мы делаем, это, конечно, пресекать эти противоправные действия, возбуждать уголовные дела, для того, чтобы люди привлекались к уголовной ответственности, нести наказание. Но в большей степени, я считаю, это зависит от правовой культуры людей. Надо воспитывать правовую культуру и понимаете, что это не дело одного дня и даже, к сожалению, не года. Вот дикие случаи бывают. Задерживали сотрудники вневедомственной охраны расхитителя капусты с колхозного поля. Что вы думаете? Он с ножом напал на сотрудника, ранил его, причем причинил телесные повреждения. Ну, как это можно объяснить? Чем это можно объяснить? Я считаю, что как раз вот низкой правовой культурой, значит, непониманием, даже несоизмеримо получается. Вы сказали в том же интервью о том, что теперь у вас появилась возможность набирать участковых на вакансии, которые есть, несмотря на грядущее сокращение в органах. Пошел ли народ в участковые? Удается ли вам закрыть эту острую проблему? На сегодняшний день острой проблемы с некомплектом службы участковых инспекторов нет. На сегодняшний день она уже решается достаточно, я считаю, неплохо в городе Сыктывкаре, решается в других населенных пунктах. Но есть такое понятие рабочий некомплект. Вот мы вышли на уровень рабочего некомплекта. Это порядка 4-5% от общего количества. Вернемся к нашей мирной, тихой северной жизни. Вот у нас одна из самых острых проблем сейчас становится мошенничество в сфере банковских услуг, банковских карт. Проще говоря, воруют деньги с карт. Вот возможно ли милиции, полиции каким-то образом эти дела раскрывать? Или все эти наши заявления – это только лишняя стопочка бумаги на вашем столе? Нет, я так не скажу. На сегодняшний день у нас привлекается к уголовной ответственности 3 группы за совершение данного вида преступлений. Могу сказать, что вот одна из групп в количестве 5 человек, на сегодняшний день 3 из них арестованы. Мы изъяли у них более 100 сим-карт, мы изъяли у них более 40 сотовых телефонов, изъяли у них, по-моему, 3 планшета. Ну, то есть технически они были подготовлены и совершали, конечно, они массу преступлений. И они на сегодняшний день привлекаются в уголовную ответственность в составе организованной группы. Это местные наши. Но особенность в чем этих видов преступлений? Они совершали преступления на территории других регионов. То есть мы получали уже заявления от жителей территории Иркутской области, хорошо сейчас помню, Сахалинской области,
от них получали заявления для того, чтобы их привлечь к уголовной ответственности. То же самое совершает преступление, к примеру, в Иркутской области в отношении жителей нашей республики. Вот в этом трудность раскрытия. Ну, я думаю, что, не думая, а зная о том, что и в других регионах возбуждаются уголовные дела в отношении данного вида преступников, и, соответственно, они привлекаются к уголовной ответственности. Вопрос тоже очень актуальный для всех, для нас, это закон о тишине. Вот сколько мы пытаемся всей общественностью, чтобы он начал работать, чтобы полиция нам как-то могла помогать бороться с буйными соседями, ничего как будто бы с мертвой точки не сдвигается. Я знаю, что вы начинали уже переговоры и с главой республики, и с депутатским корпусом о том, чтобы были внесены некоторые изменения в законодательство. Но сейчас все поменялись, глава другой, депутаты другие. Вот не встало ли все на исходную позицию? Я вам так скажу, что несмотря на всю загруженность, значит, Сергей Анатольевич Гапликов вчера проводил по этому поводу совещание. Мы уже подготовили пакет документов для нового состава Государственного совета. И на следующей неделе будет рассматриваться уже изменения в законодательство для того, чтобы нам продвинуться в этом. Виктор Николаевич, а вы когда злитесь, вы разговариваете еще тише или вы повышаете голос? Да я не знаю, я, наверное, не злюсь. Ничего себе, как полицию повезло с министром. Спасибо вам большое.